Оккупационный китайский режим продолжает экспортировать продукты, произведенные с использованием принудительного труда из Восточного Туркестана в европейские страны, несмотря на санкции со стороны многих стран. По сообщениям китайских СМИ, количество поездов, идущих в Европу через различные таможенные ворота, особенно через пограничные ворота Кооргас в Восточном Туркестане, увеличилось в геометрической прогрессии, а способность перевозить товары, включая товары повседневного спроса, автозапчасти и продукты рабского труда, такие как электроника, через так называемый филиал Синьцзян компании China Railway, увеличивалась в геометрической прогрессии каждый год. Только в июле было загружено 325 поездов. Госдепартамент США объявил, что Китай введет визовые ограничения для китайских чиновников, отметив, что почти 1 миллион детей, принадлежащих коренному этническому меньшинству в Тибете, насильственно ассимилируются в государственных школах-интернатах. В письменном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел, утверждалось, что действия Китая направлены на уничтожение языка и культуры и религиозных традиций Тибета. Известно, что Китай определил Восточный Туркестан в качестве пилотного региона применения этнического геноцида. В Китае, второй по величине экономики мира, потребительские цены падают, в то время как кризис недвижимости углубляется. Экспорт сокращается, в то время как безработица среди молодежи, самой густонаселенной стране мира, растет. Экономика Китая, долгое время являвшаяся двигателем глобального роста, столкнулась с траекторией ухудшения своей 40-летней модели роста после небольшого восстановления после отказа от политики нулевого случая против COVID-19. В рамках политики китаизации КПК знаменитые мечети Дудянь и мечеть Суньюй в Пекине полностью утратили свои отличительные исламские черты. Новостная страница Bitter Winter сообщила, что мечеть Дудянь в Пекине начнет китаизацию в августе 2023 года, а чиновники планируют завершить реконструкцию к маю следующего года. Недавно стало известно, что китаизация мечети Дудянь в Пекине была завершена в апреле этого года и вновь открыта для посетителей несколько дней назад, в середине августа. Китай заявляет, что прекратил импорт всех морепродуктов из Японии после того, как Токио решил сбрасывать радиоактивные сточные воды со своей атомной электростанции Фукусима в океан, которая была повреждена в результате цунами после землетрясения 2011 года. Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил после заседания Кабинета министров 22 августа, что сброс радиоактивных сточных вод из Фукусимы начнется 24 августа. Министр торговли США Джина Раймондо направляется в Китай на следующей неделе для переговоров с высокопоставленными китайскими правительственными чиновниками и лидерами бизнеса США. В заявлении министерства говорится, что Раймондо надеется на конструктивное обсуждение во время своего визита в Пекин и Шанхай с 27 по 30 августа.